Шушен, етер гаджет не нохрашмак. Тох, тайше, Валемир Клышерна топтом. Onun için başka vakit tapmadın mı? Тимур Оджа поручил тебе повторить буквы и звуки в крымско-татарском языке, а также подготовить компьютер для онлайн-урока. Еженлан майше, мен эршейна хында тутам. Бакарок. Мераба, достларым, прежде чем перейти к новой, очень важной теме, давайте проверим домашнее задание. Первое задание. Биринчи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык. Сіздің балаңыз қач яшында? Олардан кетіп, біз паркқа кеттік. Оңа мұсафірлікке барайық. Мен сізні көрем. Бұл кімнің китабы? Біздің кейфіміз яхшы. Екінші вазифе. Второе задание. Найдите в крымско-татарском словаре и запишите. Острый, өткүр, тупой, күтүр, быстрый, тез, медленный, яваш, широкий, кең, узкий, тар, богатый, зенгин, бай, бедный, фукаре, гарып, добрый, мераметлі, инсафлы, злой, ачулы, честный, намуслы, лживый, яланчы, смелый, жесүр, трусливый, қорқақ, сильный, күчлі, куветлі, слабый, заиф, блестящий, елтырауық, тусклый, тонық, громкий, күчлі, гүр, yüksek, тихий, юваш, тынч, спокойный, юваш, йымшақ, беспокойный, раатсыз, теляшлы, чистый, темыз, пак, грязный, кірлі, пис. Третье задание. Учинджи вазифе. Придайте словосочетаниям отрицательное значение с помощью слова «дегіл». Мен деңізжі дегілім. Yapmak mümkün дегіл. Керек дегіл. Олар эслі дегіллер. Чай татлы дегіл. Кейфім ярамай дегіл. О дүлбер дегіл. Ярамайыш дегіл. О менім достым дегіл. Бұ сары чечек дегіл. Айтмақ мүмкін дегіл. Сейчас я тебе по заданию Тимур Оджа устрою небольшой экзамен. Сколько букв в крымско-татарском алфавите? Айше, в крымско-татарском алфавите на основе кириллицы 37 букв. А чем отличается крымско-татарский алфавит от русского, в котором, как известно, 33 буквы? Айше, это же очевидно. В крымско-татарском языке есть 4 дополнительные буквы, а точнее сочетания букв, которые отражают специфические звуки, такие как г, к, н и дж. Назови мне слова с использованием этих букв и звуков. Ну смотри, звук к это Крым, кулак и кашык. А звук г это гарип, галибе, ялтага и бахчисарайга. А звук н это сенын, онын и оларнын. А звук дж это оджа, джаным и джигер. Добро. А о специфических гласных не забыл? Унутмады Айше. В крымско-татарском языке 8 гласных, 6 из них такие же, как и в русском, но есть еще 2. Это и ю. Кстати говоря, в кириллице они не имеют никакого отдельного обозначения, и это очень удобно. Менде ойле фикирдем. Ну вот мы с вами и подошли к очень важной сегодняшней теме – крымско-татарский язык в латинской графике. Вы, конечно же, знаете, что многие тексты на родном языке и даже учебники и словари используют именно эту графику, потому что она очень удобна, она отражает все звуки крымско-татарского языка. Но сначала немного истории. В 1992 году в Симферополе прошла международная научная конференция, посвященная проблемам перехода на латинскую графику. Новый алфавит был разработан и принят в сентябре того же года, а в 1997 году его официально утвердил Верховный Совет Крыма. Крымско-татарский алфавит на основе латиницы состоит из 31 буквы. Из них 8 букв отражают гласные звуки и 23 буквы – согласные звуки. Большинство из этих букв вам, конечно же, знакомо и эквивалентно по произношению буквам кириллического алфавита. А, Б, Д, Ф, Г,
Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, В, З. Давайте попробуем прочесть крымско-татарские слова, записанные этими латинскими знаками. Бабам – мой отец. Алма – яблоко. Армуд – груша. Севмек – любить. Зарар – вред. Мираба – здравствуй. Футбол – футбол. Айше, так это же очень легко. Не торопись, мы еще не дошли до специфических звуков. Кстати, как бы ты записал слова «джан» и «чобан» на латинице? Ну смотри. Так, Джан и Чобан. Догрудыгль, неправильно. Ты сейчас записал крымско-татарские слова по правилам английского языка. И, конечно же, это очень грубая ошибка, Рушен. Айше, не надо ругать Рушена за эту ошибку, ведь он еще не знает, как отображаются в латинской графике звуки «дж» и «ч» в крымско-татарском языке. Звук «дж» обозначается вот такой вот буквой, которая выглядит как русская «с» или английская «си», а слово «джан» пишется вот так – «джан». Важно не путать между собой буквы «дж» и «ж». «Дж» – это мягкий звук в таких словах, как «джигер», а буква, которую в английском языке называют «J», в крымско-татарском языке обозначает обычный звук «ж». Жакет – жакет, аждерха – дракон, змей. Звук «ч» в крымско-татарском языке представляется вот такой буквой – «ч». Поэтому «чобан» латиницей пишется вот так – «чобан». Попробуй прочесть слова, записанные латиницей. Так, Оджа – учитель. Джевис – орех. Маджаристан, Венгрия. Джевап – ответ. Желатин – желатин. Монтаж – монтаж. Журнал – журнал. Чечек – цветок. Кеч – поздно. И чамур – грязь. Мен сенен гурурланам. Что ты сказала? И говорю, я тобой горжусь. От слова «гурур» – гордость. Мендесенен гурурланам, Рушен. Кстати, в слове «гурур» есть часто встречающийся специфический звук «г». Латиницей он обозначается так. Соответственно, слова «гурур» и «гурурланмах», написанные латиницей, становятся вот такими. Обычный звук «г», как в русском слове «гром», обозначается привычной латинской «г». К примеру, «алма-тере г» – яблоневое дерево, «гизле» – секретный, загадочный. Но вернемся к слову «гурурланмак». Вы заметили в конце слова букву, которую принято называть «q». Этой буквой в крымско-татарском языке обозначается специфический звук «к». Не путать с обычным «к», который так и произносится. Как говорится, почувствуйте разницу. Окумак – читать, алмак – брать, но китаб – книга, кельмек – приходить. Рушен, переведи и запиши латиницей и кириллицей слова «к нам», «к вам», «ночь», «правильно», «бедный» и «во двор». Хорошо. Так. Гедже – ночь. Безге – к нам. Сезге – к вам. Догру – правильно. Гарыб – бедный. Азбарга – во двор. Догру, машалла. А теперь вспомни, какие ты знаешь слова с «к» и запиши их кириллицей и латиницей. Ну так это легко, я знаю много таких слов. Кулак – ухо. Чок – много. Картана – бабушка. Бакмак – смотреть. И сорамак – спрашивать. Слушай, удивительное дело. Я тут заметил, что латиницей читать гораздо проще, чем кириллицей. Если честно, мне иногда очень мешали эти твердые знаки в словах. Сен Аклысын Рушен нам осталось узнать, как изображаются на письме еще 3 специфические согласные, характерные для крымско-татарского языка. Начнем с привычного вам звука «м», похожего на окончание английского слова think. Латиницей он обозначается вот так – «м». Вы часто его слышали в таких словах, как «мне», «мага» и «слушать» – «дынлямек». Интересный факт – в крымско-татарском языке нет слов, начинающихся с этой согласной. Звук «м» встречается только в середине или в конце слова. Манглай – лоб,
тан – заря. Еще один звук – ш. Латиницей он обозначается вот так. К примеру, шен – веселый, сейчас – шемда. Наконец, е – и краткое. В крымско-татарском языке латинской графикой обозначается буквой, которая в английском языке называется Y. Встретившись с этой буквой в тексте, вы должны прочесть ее как краткий звук «е». К примеру, «нет», «йок», «сказать», «айтмак». Прочти слова, которые появились у тебя на компьютере, и переведи их. Так, сенен твой, анламах понимать, сонра затем, потом, келишмек договариваться, шака шутка, шашмак удивляться, байрам праздник, кой баран и ярын завтра. Эше, я тут скорее по смыслу догадался, что последнее слово ярын завтра. Что это за такая странная буква стоит на месте «ы»? О, это очень интересная буква. Она и правда обозначает звук «и», а пишется как английская «ай», но без точки, даже в варианте заглавной буквы. Например, «Йылдыз», «Йылдыз», «Йымырта», «Йымырта». А если над этим знаком стоит точка, даже в варианте заглавной буквы, то это обычный звук «и». Например, «ичмек», «ичмек», «келишмек», «келишмек» и так далее. Напиши на компьютере слова «истемек», «бызым», «кырмызы», «оларнын». Так, истемек – это хотеть, бызым – наш, кырмызы – красный, и оларнын – их. Верно, машалла. Савва Айшеты помогла мне перейти к специфическим гласным звукам в крымско-татарском языке, а именно к их написанию латинской графикой. Таких гласных две – О, Ю. В кириллице нет эквивалента этим звукам, поэтому звук Э обозначается буквами О, Ё, а звук Ю обозначается буквами У, Ю. И, как правило, произносятся неправильно теми, кто только начал изучать родной язык. Звук «э» мягче, чем «о». Вот послушайте и сравните произношение. «Örnek» – узор, «ода» – комната, «дёрт» – 4, «йол» – дорога. Почувствовали разницу? Такая же история со звуком «ü». Это звук – мягкий вариант звука «у». Сравните произношение. «Гюль» – роза и «гурур» – гордость. «Күн» – день и «ювмак» – мыть. «Üç» – 3 и «учмак» – летать. Итак, кажется, рассмотрели все звуки и все буквы, их отражающие. Ах, нет, осталась еще одна. Она не введена в алфавит, потому что используется только в арабских и персидских заимствованиях после согласных «г», «к» и «л». Вот эта буква «а». А вот примеры ее использования. Селям – приветствие, лякин, но, тюкян – магазин, рузгяр – ветер. Да, все оказалось сложнее, чем мне сначала показалось. Бу колайдегель. Это только на первый взгляд, но как только ты начнешь читать красотарские тексты на латинице, ты убедишься, что твое произношение стало гораздо лучше. А теперь попробуй написать латиницей то, что ты сказал ранее о своих сложностях. Бу колайдегель. Это непросто. И бу хаян иш. Это трудное дело. А теперь вспомни слова, где есть звуки «о» и «ы». Хорошо. Сёс – слово, сют – молоко, гюльдесте – букет, бугюнь – сегодня, кёс – глаз, умют этмек – надеяться, мюмкюнулся – если можно, и гёнуль – душа. Ну вот, видишь, у тебя уже неплохо получается, а с постоянной практикой будет еще лучше. Зато теперь ты сможешь читать тексты и на латинице, и на кириллице. Анладым, Айше, мен пек был дурдом. Напиши это на латинице, и я оставлю тебя в покое. Все, сбересен мы? Берем. Так, Айше, мен пек
Болдордом. Айше, я очень устал и сёз бересанма. Даешь слово или обещаешь? Да, я тоже устал. Менде Болдердом. Мы сегодня с вами хорошо поработали, и чтобы усвоить этот материал, вам нужно посмотреть видео несколько раз. Зато я дам вам короткое домашнее задание. Первое задание. Биринчи вазифе. Напишите данные слова и словосочетания латиницей.